Телефон. Вот все. Включилось. Армыз қазақ елі таңы. Бүгін 15 июль 2006 жыл. 2026 жыл. Сегодня 15 июля 2026 года. Вот мы пришли на площадь Абая. Сейчас я начну свою голодовку. Вот, правозащитникам хочу сказать. Вот скажите, пожалуйста, если ответ не дают в определенное время, в течение 3 суток, значит, они разрешили. Так, что это? Телефон твой я отдаю тебе? Давай. Так скажу еще, мы телефон русский мир у меня был на сохранении. Побоялись, что ее задержат. Поэтому на всякий случай мы взяли телефон, ее взял, я в себя положил для сохранения. Мы добрались удачно, все нормально. Я нормально делал? Да. Так как плакаты запрещают держать. Сейчас заснимешь их. Да где он там? Твой телефон-то? Ты тоже. Не снимай. Так. Сегодня 15 июля 2026 год, Казахстан, город Уральск. Я у тебя хотел комиссию, пришел на площадь, здесь встретил Марусь Кендирову. Да. Так как у нас плакаты запрещено держать, требую права на проведение мирных митингов и пикетов. Требую решения социальных проблем и выделения 10 соток для индивидуального жилищного строительства. Вот с той стороны дороги стоят, уже нас снимают. Напротив Евразиан банк он отбежал. Я как показала на него пальцем, отбежал за кусты. Я требую. Не только нищету звонят, но еще с народа звонят, где не видели квартиры, жилье, земельный участок. Да. Не только народ загоняет в нищету, но и делают бомжами, не выделяя им положенные 10 соток земли, не выделяя Квартиры. детям-сиротам и многодетным семьям квартиры. Многие казахстанцы скитаются по съемным квартирам. Вся зарплата уходит на 7 квартир, да? Да, вся зарплата уходит. И еще никто ничем не помогает. Власть, вон приехала полицейская машина. Я требую права на проведение мирных митингов и пикетов. Я требую остановить рост цен на продукты питания, на комуслуги, на лекарства, на ГСМ. Я требую поднятия заработных плат, пенсий и пособий. Я требую прекратить сталкинг правозащитников, журналистов, блогеров, активистов, адвокатов. Бумагу подготовь. Уведомление готовят подавала, подготовь, сейчас они подойдут. Да, сейчас я уведомление подала. Да, поставил в известность. Поставила в известность, но отказа нет. Значит, акимат согласен с тем, что я вхожу на голодовку. 8 июля они придрались к Бекбулату Утебаеву
из-за того, что он держал плакаты. У меня в руках плакатов нету. Видите? Аштах, голодовка. Единственное, в руках только вот извещение акимата, которое она подала, чтобы поставить в известность акимат, что она выходит на голодовку. Все. То есть акимат предупрежден, да, правильно же? Предупрежден, да. Ответа не поступало. Поэтому я требую справедливости. Я требую решения всех социальных проблем граждан. Это не все вот эти проблемы, это не от народа. Эти проблемы создала вот эта коррупционная, диктаторская, авторитарная, Назарбаева-Токаевская власть. Система егошняя, гнилая, прогнившая, коррупционная. Поэтому я требую выполнения всех наших законных требований. Не имеют права меня задерживать, не имеют права меня закрывать в ВВС, потому что я поступаю все по закону. Плакатов нет, еще раз говорю, плакатов у меня нету. А что голодовка? Сижу только на воде, пью воду, так как у меня язва желудка, я еще взяла обезболивающие таблетки, если вдруг сильные боли и судороги будут, чтобы погасить ее, я буду пить еще таблетки. Можешь взять? Смотри, Че? поворачивает в неположенном месте. Смотри, поворотник. Нет, там включен. разворачиваться, что он имеет право. Имеет разве? Разворачиваться имеет право. Пусть разворачивается. Там запрещающего знака нет, разворот запрещен. Там просто стоит знак, а поворот налево запрещен, и все. Все. Я еще раз говорю, народ Казахстана, хватит молчать, хватит бояться, хватит терпеть. Это уже переходит все грани. И я требую, чтобы отменили все вот эти нелепые штрафы и налоги. Держи со мной, разговаривай, я посижу там немножко. Давай. Шаг сделаешь, штраф, шаг сделаешь, налог. Сколько это может уже продолжаться? Продуху не дают народу Казахстана. Да, повернула. Хоть благополучно добрались мы. Мои требования – это социальные вопросы. Ни одного политической темы я не поняла. Если бы я говорил про политические темы, то они бы сразу закрыли бы меня. Еще хочу предупредить. Я проходила 5-месячный курс обучения правозащитника в фонде Ар-Рух-Хак Бахчан Туригожиной. Получила сертификат, что являюсь правозащитником и успешно прошла курсы. Сертификат выдан посольством Великобритании в Казахстане. Я надеюсь, что они не захотят международного скандала. Так что я не только активист, я еще и правозащитник. Но гражданским активистом я и останусь. А? Ага. Ну, пускай встают. Так, вот мои требования.
на рубашке с двух сторон написал свои требования, чтобы не держать плакаты, чтобы они не смогли ко мне придраться. Я надеюсь, они не будут говорить, чтобы я свою футболку сняла. Все проблемы, которые есть в Казахстане, создали Назарбаев и Токаев. Теперь идут слухи, что с 2027 года уже токаевский режим не гарантирует пенсионные вклады. Но факт в том, что они до сих пор эту 15% с зарплаты снимают на пенсию, но сохранность никто не гарантирует. Пенсию народ перечисляет со своей зарплаты. Плюс еще 15%. Плюс еще, когда снимаешь эту пенсию, берут налог. И еще сохранность не гарантирует. Как это так? Для чего тогда эта власть нужна, если она ничем не может помочь народу? С каждым днем все хуже и хуже. Народ, славный народ Украины вышел, чтобы не быть в рабстве у России. Весь народ вышел против колонизации. Полиция и военные поддержали свой народ. А у нас в Казахстане, в Кантаре, народ вышел с требованием газ-елю, с требованием решения социальных проблем. А Токаев, лживо обвинив свой народ, что это не народ, а 20 тысяч террористов, призвал иностранные войска и дал приказ стрелять на поражение без предупреждения. И наши казахстанские военные и полиции стреляли в свой народ. Я предполагаю, что вот эти иностранные войска, которые приехали и стреляли, но факт в том, они в основном приехали для того, что если бы народ не успокоился бы и не разбежался бы, то они могли спокойно, без угроз, беспрепятственно увезти Токаева в Москву к Путлеру. Потому что после расстрела в тюрьмах наших казахстанцев пытали казахи, иголку под ногти кололи, кипяченой водой обливали, утюгом прижигали. Это так, наверное, такие пытки даже фашистская Германия не вытворяла. Даже сейчас с военнопленными так не вытворяют, как Токаевская система сотворила с нашим народом. Также после того, как их пытали, многих убивали в тюрьмах казахстанцев, которых не добили на площади. Также, когда люди, граждане Казахстана начали своих родственников искать и находили и хоронили, суд Казахстана дал добро, чтобы выкапывали из могил
трупы, вытаскивали пули и судили мертвых граждан и объявляли их террористами. Вот скажите, это даже хуже, мне кажется, чем в Северной Корее у нас Казахстан. Вот как можно молчать? Как можно молчать, скажите? И вот этим вот своими действиями, что судили мертвых граждан, которых сама же эта система убила, они навсегда войдут в историю Казахстана как кровожадные убийцы. А как ставить на паузу? Оно не ставится на паузу. А, вон идет прокурор. Идет. Сейчас я переверну. На, держи, держи. А то сейчас у меня отберут они. Держи. Идет внутренняя политика акимата и идет прокурор. Вот сотрудник внутренней политики акимата города Уральск идет. Дежурный прокурор города Уральск идет. И этот... Так, я тебе разрешение не даю снимать, выключи телефон. Я тебе не разрешаю снимать. Выключи телефон свой. Выключи телефон свой. Я не даю разрешения. Я не даю разрешения, понятно? Вот это, смотри, вот это нарушает мои законные права. Я запрещаю тебя снимать меня. Я запрещаю тебя снимать. Я запрещаю снимать тебя. Я запрещаю тебя снимать. Я запрещаю тебя снимать. Я запрещаю тебя снимать. Я запрещаю тебя снимать. Ты меня не трогай. Не снимай меня. Не снимай меня. Не снимай меня. Не снимай меня. Не снимай. Вот это снимай, смотрите. Не снимай меня. Посмотрите, вот смотрите. Чей это сын? Смотрите. Он за то, чтобы цены росли. Значит, по закону я имею право выходить на голодовку, потому что вы мне ответ не дали. Значит, это считается разрешением. Прокурор, мені көрдіңіз ғой? Мен деген бердім. Олар деген 3 күннің ішінде маған жауап беру керек. 3 күннің ішінде олар маған жауап берген жоқ. По закону выходит, значит, если они в течение 3 дней мне ответ не дают, значит, они разрешают. Если бы не разрешили бы, они бы мне дали бы ответ, что не рекомендуется отказ. На голодовку отказ не требуется. На голодовка вообще не регламентируется законом. Сіздің есіміңіз кім? Орынбек. Қараңыз, міне олар деген 3 күннің ішінде маған жауап бермесе, это по закону считается, что олар деген маған рұқсат етілді емес, оның жауабы болады. Егер де сіз оның жауабына қарсы болатын болсаңыз, жоғары голодовка не регламентируется законом, Орынбек. Голодовкаға мен уведомление оларды предупреждать еттім тек. Я имею право. У нас уведомительный характер. Тоқаев айтты. Уведомительный характер. Тағы да айтып отырмын. Уведомительный характер. Маған 10 сотық жерді берсін. Менің положенный 22 жыл тұрмын мен деген мында. Очередьта. Қазір тұратын жерім жоқ. Қайда мен барып тұрам? Акиматтың қасында тұрам мен деген. Маған 22 жыл бұрын жер берем деді. Уже неше уақыт өтті. Қазір кеше азаматқа кіргенде өзі айтты. 80 мыңнан астам халық деген Орал қаласының халқы очередьта тұр деп. Неге бізді алдайды? Бізді неге алдайды халықты? Сонда олар бізді адамға санамайды ба не? Жоқ, бар жолбарында сіз ондай адамға санамайды деген сөздер дұрыс емес. Жоқ, мен дұрыстығын айтып отырмын. Тиісті жауап ала аласыз. Қандай жауап мен алам деген? Қандай Разы болмаса. Голодовка не регламентируется. Кімнің баласы? Қараңыз. На голодовку не требуется разрешение. Әкесі, мамасы, қараңыз. Мен деген тек
бұларды известностьқа қойдым. Мен деген шығам деп болды. Тиісті рұқсат берілу керек әкімшіліктен. Егерде Тиісті рұқсат керек жоқ. Тоқаев, сіздің Тоқаев айтты. Сіз деген Тоқаевқа қарсы шығып тұрсыз ба сонда? Ол деген ана бәрі заң аясында болу неге демократический странаға барып барлығына тәртіп жаны жоқ. Ол Тоқаев барлық жерде хабарлап жатыр. Бізде митингі деген рұқсат бар. Уведомительный характер. Разрешение не требуется. Орденбек, послушайте меня внимательно. Разрешение закону не требуется. республика Только уведомительный характер. И то біз деген Тоқаевтың сөзіне қарап, уведомление беріп, рұқсатты сұрап жүрміз. Хотя бізге рұқсат керек жоқ. Тағы да айтамын. Мұнда деген митингі емес, мұнда голодовка. Митингінің 3 жері бар, ана біреу регламентированный. А голодовка, мен деген акиматқа жаздым, акимат маған деген жауап беру керек. Беремін, менде пикет жоқ. Бұрын деген сіз 8 июльде келгенде Бекболатқа айттыңыз. Сіз плакат ұстап тұрсыңыз, соған тек байланып тұрдыңыз деп. Менде плакат жоқ. Менде плакат жоқ. Менде аштық. Тағы да айтамын. Сіз деген постоянно сіз деген одну отговорку придумайте. Он болмаса екінші придумывайте. Жоқ, никакой әрекет жоқ менде деген. Я все делаю по закону. Поэтому ничего, никаких ваших вот этих вот альтернатив не принимаю, никаких отказов не принимаю я. Я требую все по закону, тогда и вот. Менің деген требованием заңды. Маған 10 соток жерді беріңдер. Положено. По закону Республики голодовка не требует разрешения и не регламентирует законом. Никакого разрешения не надо. Достаточно. Депутаттар, судья, прокурор, полиция, қиын балар. Біздің жерімізді ұрлап алып кетті де, бізді деген жерсіз қалдырды. Орал қаласында 80 мыңнан астам жерсіз отыр. Сендер обещать еттіңдер, жер береміз деп. По закону Республики Казахстан. Обманывают, ходят еще. Вон стоят полицаи. Сейчас им дадут фас, и они прибегут. По закону Республики Казахстан голодовка не требует никакого разрешения. Достаточно поставить акимат города в известность. Что сделала Нурмурая Искандерова? Она поставила в известность за неделю, что проведет голодовку акции, если не представит ей земельный участок. 22 года стоит на учете, в очереди на землю никак не можешь получить. Сейчас будет задержание. Смотрите, народ Казахстана, 8 июля они придрались к Бекболату Утебаеву за то, что он держал плакат. И они сказали, если бы вы были без плаката, мы бы никаких вопросов к вам не было бы. А теперь я без плакатов стою. А что, голодовка. А они теперь придираются, что, оказывается, место не то. Видите, каждый раз придумывают новые отговорки. Тоқаев, ихний хозяин, сказал, митинги, пикеты у нас разрешенные. Не требуется разрешения, только уведомительный характер. Я требую решения социальных проблем граждан. Я требую положенные 10 соток земли каждому гражданину Казахстана. Нас обманывает народ Казахстана. В Западно-Казахстанской области более 80 тысяч людей стоят в очереди на землю. 22 года стою. А теперь они говорят, у нас земли нету. То есть весь народ взяли и в наглую обманули. До сих пор принимают заявки на землю. Бомжей превращает народ, да? Многие казахстанцы скитаются по квартирам. Нету жилья, нету работы. На 2-3 работах работают. Лекарства, продукты, комуслуги, ГСМ, все растет. Зарплата, пенсии, пособия уже более 10 лет не поднимаются. Это же издевательство. Зато у нас каждый год прибавляются миллиардеров. Все в правительстве, кто сидит, это все родственники, все знакомые. Один клан Назарбаева, Тоқаев, вот так уже достали. Все под землей богатство, на земле все богатства, все уже обокрали. Теперь в карман каждому гражданину залезли. Штраф, налог. Уже на собак, на кошек. Скоро на тараканов будут, на мух будут, налог нам, да, мы будем платить. Даже пенсионный фонд залезли уже. Даже
в пенсионный фонд залезли. С 2027 года, говорят, мы не гарантируем сохранность пенсионного фонда. С пенсию с каждого гражданина 15% забирают из зарплаты. И гарантии никакой не дают. И гарантии никакой не дадут, что она будет в сохранности. Это что за правительство такое? Зачем оно нам нужно? Хватит молчать, хватит бояться, хватит терпеть. Только когда народ, объединившись, начнет требовать, только тогда они будут исполнять наши требования. Для этого требуется нам только мирные митинги, чтобы власть услышала нас. Да, вот. Требую решения социальных проблем граждан. Требую выделения 10 соток земли каждому гражданину Казахстана для индивидуального жилищного строительства. Требую права на проведение мирных митингов и пикетов. Мы не согласны жить в нищете и бездомными. Что уж придумать, если они уже не знают, что придумать, чтобы нам отказывать. Когда мы подаем уведомление на митинг, они говорят: сегодня день рождения Ганса Христиана Андерсона. Ну что это? Как они издеваются над нами, уже невозможно терпеть. Ну все, Вон идут на задержание, гады. Ну. Никакого закона я не нарушала. Я уведомила акимат о том, что я выхожу на голодовку. Это они нарушают закон, зато требуют у каждого гражданина. По-моему, и меня заберут. По-моему, и меня заберут. Саламатсыздар. Міне көрдіңіз ба, уведомление бердім голодовкаға. Мақсұт Тельман, қараңыз. Міне мен бердім уведомление. Олар 3 күнде маған ответ беру керек еді. Жауап берген жоқ. По закону, если олар маған жауап бермесе, это значит, они согласовали мою голодовку. Вот, неге. Плакат. Представьте, пожалуйста, документы, представьте. Хабаровский отдел полиции. Ведет. Кім? Көрсетші. Нұрбек. Требую.